Попил с термоса чай. Весь, что там было. Там полное ведро воды. Это второе ведро, между прочим. Умывальник тоже полный. Здесь кастрюля. Буду себе варить. Потом чайник поставил. И для тулана там немножко воды. Тоже кашу сварю. Пошел в амбар. А там такое, ребят, вообще кошмар. Сейчас я покажу. Вот одеяло, матрасы я оттуда принес. Вон, смотрите, сколько помета. Ну, тулан. Помета риса. Вон, смотрите, рис. Вот. Пожалуйста. Капец. Что творится? Всю зиму я говорил, что нету совсем мышей. Ребят, мышей вообще в тайге нету. Но один, блин, или может несколько мышей, блин. Я не знаю, где они. В амбар залезли. Все, что у меня в амбаре. Рис, макароны. 5 буханок хлеба было. За всю зиму они просто грызли вот это все. Вот тут коробку вынес. Что внутри в этом... Ой, как сказать. В амбаре я, конечно, показывать не стану. Но я хочу круговую обойти. Вот, смотрите. Вот, ножка и жестянка там. Но никак туда мышь не может подниматься. От амбара до снега тоже. Смотрите. Представления не имею. Вот и следов никаких нету. Следов тоже нету. Откуда он здесь появился? Вот, смотрите. Ну никак. Сколько лет это уже, блин, я не помню. Вот это первый случай, чтобы вот мышь залез в амбар. И такое натворил, капец. Вот тут я одеяло вытряхнул там. Ужас. Капец, ребят. Вот так надеешься, вот приедешь. Вот, а у меня там 5 буханок хлеба, там рис там есть у меня, макароны есть. Приедешь и такая картина. Вот, пожалуйста. Вот. От риса осталось. Вторую пачку риса только попробовал, но еще не дошел до него. Самое главное, они кушают. Ну и кушать-то кушают каждый день, но они еще запас. Вот видели, как там в матрас они любят, там переносят матрасы, там прячут, запас делают. Запасливые. Может, где-то он затаился там. Очень даже может быть. Но у меня там ведро есть. Этот рис я сварил сейчас тулану с тушенкой. А там еще у меня ведро есть. Как же? Эмалированное ведро, 10-литровое. Остатки, что он не успел, я туда спрячу. Там еще у меня полмешка для тулана перловка. А перловку не трогал. Он самое вкусное. Он хлеб. Ну, сейчас буханку хлеба я сейчас вам покажу. Ну, чтобы представление было, я не обманываю, что у меня тут хлеб. Я с осени не оставлял, потому что надеялся, что по первому снегу еще буду ходить. Я тулану вон там дал, он не ест ни хрена. Господь тулан. Нельзя. Вот. Вот так. Все буханки, там еще у меня 2 штуки. Это тоже уберу, хватит. На халяву. Много сгрызли. Вон рис. И на заднем плане там вообще ужас. Еще матрасы там вытряхивать надо. Капец. Вот так. Так что лучше надо какую-нибудь посуду, чтобы вот мыши не добирались. Амбар, блин, хорош хранить дичь осенью. Но еще раз говорю, это первый раз такое у меня. Не было еще такого, чтобы вот я приехал и один раз был случай, сюда норка, наверное, зашла. И там у меня привады были, вот вонючие вот эти. Ну, для куницы там заготавливал. Всякое разное, там кишки, мясо. И он тоже
жил тут, оказывается. Я пришел, такой бардак в амбаре. На мыши первый раз. Вот так, ребятушки. Тут еще макарон пачка. В общем, макарон целый. Но он тоже уже старый, наверное. Привоз у меня. В общем, все буханки вынес отсюда. Вот, чтобы еще показать. Вот это я соберу, этот пакет, и повешу, чтобы они не достали. Ну, для тулана, может, еще будет. Он есть рано или поздно. Он не хочет, блин. Ест почему-то. Что? Вот сухари. Ешь. Там тоже он оставил, не ест никому. Пошли. Вот я тебе дам. На, тула. Смотри, какой жмоток. Чего не ешь? Чой? Чой. Тула. Чой. Не хочет. Вот я до сих пор еще удивляюсь, где он. Этот. Поднялся этот мышонок, блин. Да. В общем, вот такой ролтон с очень не полпачка осталось. Вода закипела, чайник закипел. Варю. И это мне хватит. Такой суп сделаю из макарона. Там уже рис у тулана тоже варится. Вот и все. Сейчас еще сюда тушенку добавлю. И вкусный супец будет. Два вида тушенки. Вот для тулана. Этот намного плотнее. Это белорусский от подписчика. Вот он. Консервы мясные, рубленые из говядины. Стерилизованные. Говядина ароматная. Ну, вот такой консерв. Я, наверное, уже в своих фильмах это показывал. И второе, это для тулана какая-то жидковатая. Да, непонятно из чего сделано. Все делается для... Я не знаю, чуть-чуть кисловатый вкус. Вот. И вот и макарон. Нормальный такой супец будет. Ну, тоже, конечно, не сравнить, он плотный, хороший. Да, действительно рубленное мясо, как будто отрубили. Ну да, это уже тушенка. Сейчас вот это я отварю. И пока думать о готовке не будем. Это на сегодня, думаю, хватит. Если что, можно там потом бич-пакеты есть. Отварить. Сделать тоже какой-нибудь быстрый суп из лапши. И позавтракать. Ну все, сейчас добавляю соль. И скоро уже будет готово. Короче говоря, знаете, вот амбар сделан, чтобы вот хранить постельные продукты, чтобы мыши туда не поднимались. И вот когда вот это всю картину видишь, вот, я не знаю, полпачки риса вот тут и говна с килограмм тут насрано, блин, этими мышами. И это неприятно. Я лично не люблю вот такая грязь, мышиный, блин, запах. И еще они вот это все просто грызут. Неприятно. Очень неприятно. Но буду вытряхивать. И придется спать. Что поделаешь.
рассказываю. В общем, немножко заготовил все-таки дрова, чтобы весной особо не заморачиваться. Я весной приеду, вот эти чурки пополам спилю. Ну, примерно с расчетом на пополам. Вот длину я спилил. Он сушина, сухая. И там еще, как сказать, береза тоже уже труха. По пути забрал там несколько чурок. Вот. Это сегодня он пригодится мне, эти березы. Вот, а это уже весной заготовим, спилим, вот сюда сложим. И у нас будет дрова на целый год. Потому что лучше я сейчас заготовлю, потому что на себе чем таскать. Поближе там были валежники, вот прямо вот тут. Не надо далеко отходить. Но Анкосогор тут и в низине, там пихтач очень толстый, прям вот ветром повалило. Не знаю, видно должно быть. Буквально вот чуть-чуть проехали. Вот здесь нехорошие участки, поэтому не стал уже пилить. Где-то вон там, вон. Там косогор, короче. И вот такие вот колеи непонятные. Там этих валежников просто море. И вот сейчас ветреные дни были, весна. Штормовые ветра были очень как-то сильные ветра, перебор. Повалило очень много деревьев. И вот так. На технике лучше дернуть оттуда, спилить, привезти, и чем на себе таскать. Раньше все вручную корытом таскали. 2-3 чурки там положишь корыто и тащишь. Вот. А в остальном, в принципе, день прошел, все уже. Еще к речке бы сходить. К речке сходим, может быть, и все. Корыто вот так опрокинул, ну, чтобы не подморозило там. Мотособаку заправил. Завтра с утра уже поедем. Потому что днем тепло, но, между прочим, наст хороший наст. Вообще отличный. Тулан зашел в будку. Вот, пожалуйста. Будка у него все сухо. Комфортно там ему. С осени траву там заготовил ему. Тулан, сейчас накормлю. У него остывает каша с тушенкой. Кисловатая тушенка какая-то. Из светофора для него брал. Какая-то с кислянкой. С кислинкой-то есть. Вон, глаза закрыл. Как будто не слышит, не видит. Сейчас еще к речке сходим, бездельник. Рано еще спать. Вот. И вот тут немножко, чуть-чуть снег убрал лопатой. Вот здесь. О, ребят, вот верхний слой подморозило. И наст, хороший наст. А внизу прям вообще снег сырой. Полностью. Если сейчас вот ударили жесткие морозы до 30 градусов, вот это криминально бы замерзло. А так только верхний слой, сантиметров 10, наверное. Наст хороший. Наст можно пешком ходить, можно и на технике. Нигде ничего не проваливается. Вот мои следы, пожалуйста. Так. Дрова хорошие, сухие. Елка, это отличная дрова. Нравится. Сейчас сразу подкину вот там березу. А это достаточно, и можно еще вот эту спилить. Чик-чик. И все. Ничего страшного, что он под дождем будет. Не волнуйтесь. Лето длинное еще, это высохнет. Такие дела. Здесь под навесом будет шифер. Все четко. Все классно. Пока все нормально. Вот. Рано или поздно уже вот этот венец доходит до земли. Придется вот нижнее бревно поменять. Не в этом сезоне, а в будущем, наверное. Вот два бревна. Так что в следующую зиму придется снова на буране приезжать и заготовить вот такие вот бревна. Хотя бы вот такие сухую елку тоже подойдет, прослужит. Между прочим, елка дольше служит, чем вот эти сосны. Сосна быстрее гниет,
елка, как ни странно, дольше держится. Вот, ну, немножко поговорил. Работу не стал уже снимать. Что там время тратить. В прошлом году я это снимал, видели, показывал все. Суп готов у меня из макарон. Чайник тоже. Вот так опрокинул все. Он греется. Ну, сейчас уже, наверное, матрас теплый. Сейчас Тулану. Очень много получилось. Это, наверное, не съесть там столько. Вон, Тулан, давай. Каша рисовая. С тушенкой попробуй. Что там получилось. Посолил, поперчил. Шучу, но соль я добавил. Если съест эту тушенку, но он горячий еще. Если съест эту тушенку, я из светофора еще буду брать. Потому что он не такой дорогой. С кислинкой вот как-то ест нормально. Все, значит, берем, Тулан, еще тебе. Потому что подписчик сейчас 200 рублей отправил, говорит, Тулану на вкусняшку. Так что покупаем на 200 рублей, считай, 3 банки я этой тушенкой куплю. Спасибо подписчикам за подгон такой вот Тулану. Балую его. Ест хорошо. У меня аппетита нет, у меня все пересохло, надо мне, знаете, надо чай попить. Странно, да. Вот подписчики пишут, что снега вообще нет, а у нас столько всего этого добра. Смотрите, какие валуны там. В прошлом году ремонтировал, не поленился. И страха никакого сейчас нету, что тут сломается. А у меня раньше вот строился, одно бревно было, и он просто сломался. Сейчас такие вот бревна поднимал там. Отлично. Отлично. Так. Собака ест. Значит, все хорошо. Еще куплю эту тушенку. Смотрите, ребят. С тушенкой. Макароны сколько получилось. Пол пачки там закинул. Он набух, этот макарон. Это у меня еще останется. Так что сейчас, сегодня ужинать буду этим макароном. Завтракать еще останется. Я так думаю, а может и съем. Хрен его знает. Аппетит проснется. Так что я обычно перед сном так плотно ужинаю. И самое то хватит. Он жидкий. Сейчас я вам покажу. Там как типа супа. Там вода. Вот, пожалуйста. Там вода. Макарон, тушенка. Вот. В тайге что еще? Самый быстрый. Это даже, думаю, похож на макарон по-флотски. Попробуем. Давайте попробуем. Угу. Нормально. Соль достаточно. Пойдет. Картошку я не привез. Картошка на первой избе оставил. А здесь макароны сварил. Хорошо, что мыши еще мне оставили макарон. Здесь плотная крышка. Там не залезли помета, и вообще тут нету. А там зато шиковалина. 1 или 2, не знаю сколько их там. Но сейчас я все спрятал. Свое отпраздновали. Фу, надо отдохнуть. Тут у нас зайчишка живет. Вот он. Кормился. Поставил свою подпись. Автограф. Может 1, может 2. Я вообще иду к реке. Заодно присматриваю чагу. Как я буду собирать все, больше показывать не стану. Только буду показывать, если что, количество набранного. Но именно процесс сбора чаги. Я понял, лучше не надо. Вам что-то не нравится. Нет, так нет. Вот. Берез много.
Чаги не очень. Одну штуку только нашел, большую. Ходить хорошо. Следы. Зайчишка тут ходит. Да. Речка-то большая уже. До хренища воды тут. Сейчас ближе подойду. А вон там чага. Черное пятно. Будем забирать. Тут уже не перейти. Но если постараться, можно, конечно, но я бы не стал. Все открыто, ребят. Там бьет течение. Опасно. Опасненько. Да, сегодня такой прохладный день, прохладный. И можно сказать, даже и вот этот ночной лед не растаял. Вот видите, вот там большое течение, там открытое место. А вот здесь открытое место тоже было, но он замерз и не растаял. Такие дела. Ну, такой вид на реке, в общем. Сюда уже мы приедем потом на лодке по большой воде, когда зальет все. Тулан, не ходи туда. Течение ему несет. Энмон сече. Тула. Лок. Энмон. Нырнешь и, блядь, течение возьмет и унесет. Ну. Промой. Лок. Лок, удикай. Пошли. Пошли домой. Но я еще поброжу там. Может, еще чагу наберу, потому что солнце еще где-то час до темна еще можно побродить. Синица где-то. Рябчики вообще не свистят. Пустота. И даже ни одного следа проходного лося не видел. Вообще нету. Это уже получается второй год. Позапрошлом году зимой я следы еще здесь видел. В прошлом году и в этом году что-то их совсем нет. Что-то им не нравится. Тулан. Яйца тешутся, а тебе туда надо. Очень интересуется выдрами. Поэтому туда-сюда к реке ходит. Помните, я в прошлом году приезжал также. Примерно в это время. И рыбачил тут. В этом году все открыто. Вон он. Фу. Не люблю я вот когда вот так из-под льда вода идет. Просто у матери тоже брат утонул на охоте. Вот воспоминание какое-то в памяти осталось. Так что в этом году уровень воды больше. Поэтому все уже открывается там вообще. В прошлом году я еще ходил по льду. Такие дела. Следы выдры там. Сейчас, ребят, тут я организую небольшой перекур. И уже буду возвращаться. Дальше уже не стоит идти. Тут такой завал и все открыто. Вот. Пожалуйста. Весной еще прибавить сюда. Такой вот мусор идет по течению. И сюда остановится и будет завал такой большой. Вряд ли, наверное, унесет даже эти
Очень думаю, в общем, вода поднимется, лед выше этих валежников пойдет, и он под водой останется. А потом вода упадет, и мусор наберется, и будет завал. Такие дела. Нагулялся. Вот, пожалуйста, куница. Это следы куницы. А вон тулан, тоже куница. Куница в переводе это тулан по-нашему. Вот. Такая речушка. Тулан. Вон твой братан бегает. Вот он. Куничка. Там за елкой на земле рябчик лежит. Вон он. Один. А не, двое. 2 штуки взлетели. Вот второй взлетел. Короче, 2 рябчика за целый день увидел. Я уже напрямик иду. Сейчас буду идти к избушке. Вот смотрите, свежие поваленные деревья. 1, 2. Короче, куча деревьев. Сейчас следы покажу. Но они буквально вот сюда сели. Так что будем надеяться, что будет выводок. Ок, один улетел. Не увидел, но звук крыла услышал. Где-то вот тут он был. А вон он. След. Вот следы. Вот так. И какую-то птицу увидел. Редко у нас сейчас это кого-то увидеть, встретить. Вот эти елки тоже сухие. Их тоже повалит. Вот, пожалуйста, валежников сколько. Мама, не горюй. О, самец. Самец. Ладно. Хорошая суши надо же. О, самец начал свистеть. В этом году, конечно, я буду тоже охотиться с новыми манками. Подписчик отправил с Архангельской области. Вон следы. Вот это и радует. Весной, когда слышишь свист рябчика, когда токуют косачи. И не надо весной бить боровую птицу. Держите себя в руках. Осенью будет веселее. Из одной птицы получится от 7 до 12 выводки рябчиков. Ну вот, я уже возле избы успел до темна, можно сказать, все под контролем, все рассчитал, хотя солнце уже село за горизонт. В общем, за деревьями где-то не видно. Печка дымит, тулан. И на этом сегодняшний день буду заканчивать. Больше ничего снимать не стану, что будет происходить в избушке. Я там поужинаю, чай попью, напьюсь. Просто офигеть, как хочется пить. И лягу отдыхать, спать. Сейчас покажу, сколько набрал я чаги. Где-то меньше полмешка. Ну, килограмм 10, наверное, максимум. Не крупные, хорошие. Вот. Ну, если, может быть, завтра я еще перед отъездом еще поброжу где-то час-два. Вот. Если один мешок набрать, вообще здорово. Самое то, скажем, мешок чаги, собака там будет сидеть. Да, и собака побежит, что там ему несложно. Прогуляется зато. Да, зато прогуляешься.
Много чего сегодня сделал. Заготовил дрова, немножко собрал чаги. Отремонтировал крышу. Вот там. И все, день так пролетел. Быстро. Такие дела. Ладно, давайте встретимся завтра. Что будет завтра, уже буду завтра снимать. А на сегодня хватит. Я отдыхать.